Антон Юрьевич, рассказываете ли вы детям об ультрановых профессиях, о профессиях будущего? С профессиями будущего все неоднозначно. В нашем центре исследования Навигатум мы более 2,5 лет изучали историю профессий и отраслей, начиная со времен охотников и собирателей. В исследовании нам помогали эксперты из других стран. О чем же нам говорит история профессий? О том, что за каждой профессией стоит функция. И эти функции появились еще 4000 лет назад, и с тех пор новых функций прибавляется мало, а старые практически не исчезают. Вот посмотрите на примере. Функция перемещения грузов и людей. Первым были рикши. Рикши сменил кучер. Кучера сменили водители. Сейчас на место водителя приходит оператор автодрона. Профессии разные, а функция одна и та же. Смена профессий происходила постоянно, но вот функции – лечить, обучать, защищать, обслуживать, кормить, управлять, перевозить и так далее – они не меняются. Мы выделили корневые функции и рассмотрели, как трансформировались профессии в рамках этих функций. Сейчас готовится монография, она называется «Дерево эволюции профессий», а также готовится серия научно-популярных статей и фильмов. Кроме смены профессий, вызванных сменой орудия труда, происходит бурный рост специальностей. Несколько тысяч лет назад в медицине было две фигуры – это костоправ и травник. Сейчас их функции выполняют более 100 медицинских специальностей. Ну или более свежий пример. Еще 50 лет назад в отделе маркетинга работали маркетологи. А сейчас на каждый вид деятельности появился свой специалист. Контент-маркетолог, трейд-маркетолог, Bluetooth-маркетолог, прямой маркетолог, шокертайзинг-маркетолог, SSM-маркетолог, SMO-маркетолог, трек-маркетолог и так далее. Более 30 специализаций в рамках одной профессии, которые возникли за последние 50 лет. При этом сама функция, цель деятельности не поменялась, а профессий прибавилось много. В нашем исследовании мы нашли также новые абсолютно профессии, которым еще даже не придумали названия, а их деятельность описывается наборами компетенций. Наверное, это то самое, что называется профессиями будущего. В этом году мы также подготовили обзор рынка труда, где разрушаем некоторые мифы про массовые профессии и описываем текущее состояние рынка. В обзоре труда есть подробная информация о востребованных профессиях, о требуемых работодателями качествах, об описании характера труда, оплаты и других интересных моментов. Как вы считаете, будущее профориентации, какое оно? Насколько велика роль педагога-профориентатора в 21 веке? Будущее профориентации – это очень интересный вопрос. Если пойти от потребностей рынка труда, то можно заметить сильный перекос. Сейчас наиболее востребованы профессии, которые требуют среднеспециального образования, то самое образование, которое дают в колледжах. А также нужны рабочие профессии, для которых вообще не требуется образование, достаточно закончить школу, плюс получить рабочую квалификацию, которую дают обычно прямо на предприятиях. А вот профессий, требующего высшего образования, нужно всего 15-20%. А ситуация с выпускниками совершенно противоположная. Люди переросли рабочие профессии и массово получают высшее образование. В итоге среди людей с высшим образованием возникла большая внутренняя конкуренция. Людей много, рабочих мест мало. В результате уже несколько лет зарплата белых воротничков стагнирует или даже в некоторых областях движется вниз, падает. При этом сильный дефицит кадров со средним профессиональным образованием, их зарплата год от года поднимаются, в некоторых местах прямо прорывным образом. Традиционная задача профориентации – эти перекосы устранять. Но тут есть большая проблема. Рынок труда – это всегда взгляд в прошлое. Если мы сейчас начнем удовлетворять спрос на массовые профессии, то есть риск остаться в этом индустриальном прошлом. А чтобы перейти в постиндустриальное будущее, нам нужны люди с совершенно другими профессиями и компетенциями. И вот этот конфликт интересов, я думаю, предстоит решать профориентаторам ближайшего будущего. При этом я думаю, что главная задача, главная функция педагога, занимающегося профориентацией,
она не изменилась. И эта задача – это помочь человеку в самореализации. Спасибо. Спасибо. Напомню, в гостях у Аксиома был основатель федерального профориентационного проекта «Навигатум» Антон Юрьевич Смирнов.